Здравствуйте. Сегодняшняя тема у нас связана вот с этой профессией, которую вот я представляю, и этот сайт представляет. Масс-медиа, так называется. СМИ, средства массовой информации и радио Азаттык. Почему так, я сейчас объясню. Ну, средства массовой информации – это газеты, радио, телевидение, информагентство. Теперь с 21 века уже сюда подключаются ресурсы интернет. Они в чем вот суть масс-медиа? В том, что они дают силу гражданскому обществу. И при сильном обществе, гражданском обществе, диктатура, ну, каждой страной управляет кто-то. Сейчас императоров нет, но президенты, премьеры, вожди, отцы нации, основатели мира вот управляют. Это называется правители. И вот они, это гражданское общество, не позволяет устанавливать диктатуру правителей. Вот в чем суть. Масс-медиа прилагает усилия к тому, чтобы в гражданском обществе эта диктатура была сведена на нет. Но самое главное, что масс-медиа, средства массовой, они способствуют тому, что общество освобождается от страха перед правителем. Вот она, самая главная сила. Страх перед правителем, свобода от страха перед правителем, перед властью. Кыргызское общество освободилось от этого страха. И это зафиксировано в Конституции. Один срок для одного человека, 6 лет, все, никаких продолжений. Вот это и есть сила гражданского общества. К этому пришло это общество. И масс-медиа, средства массовой информации этому способствовали. Что теперь касается радио Азаттык, я вот выступал на конференции и говорил, что вот сейчас у нас сложилась такая нездоровая ситуация не с радио Азаттык. И я не против этого радио. Как я могу быть против радио, которое показало блестящие образцы работы? Но это было при первом президенте, в эпоху первого президента. С 2002 по 2005 образцы, которые показало радио Азаттык, это великолепная школа. Через эту школу прошли, и это внесло вклад вот в эту силу, о которой я говорю, гражданское общество. При втором президенте уже не было этого. При третьем президенте уже какие-то абсурды пошли, когда, значит, пресс-секретарей государственной власти назначают руководителями бишкекского офиса, когда там ведут передачи бывшие государственные секретари и так далее. А лучшие журналисты, которые начинали это радио, ну, скажем, вот Айданбек Ахматов, он как в качестве лучшего журналиста ездил со мной в 90-е годы в Америку, как поощрение. Они уволены, они еще не пенсионеры. Вот о чем речь? Речь я вел не о радио Азаттык как таковом, как органе масс-медиа, а о руководителе, о стиле нынешнего руководителя, госпожи вот Венеры Джуматаевой, которая из Праги управляет Кыргызской службой радио. Вот о чем я говорил. И эта госпожа и радио Азаттык – это не близнецы с сестрой, как вот Ленин и партия, чтобы их не отделять друг от друга. Если я критикую ее, то это не значит, что я критикую радио Азаттык. В Таджикистане такая ситуация точно была. В этом году в Таджикистане поменяли все руководство местной службы. Вот такую же госпожу с ее фаворитами. У нас этого не происходит, у нас ее возвели в ранг священной коровы. Но достаточно об этом. Средства массовой информации исполняют роль сторожевого пса демократии. Это не я придумал, это термин, это такое понятие, которое введено в мировой практике. Сторожевой пес демократии, так называют журналистов. Так оно и есть, так оно и было. И так оно будет, это термин. Зачем я это говорю? В 2006 году у меня была полемика с тогдашним генеральным прокурором республики. На страницах газет, это не просто кулуарная, где-то там, в приватных беседах. Эта полемика шла на страницах газет, в русской газете, кыргызской газете. Он назвал меня сторожевым псом. Полагая, что я обижусь на это, начну отвечать ему грубостью. Нет, я в ответ его поблагодарил, искренне поблагодарил. Я ответил, что лучше быть сторожевым при демократии, чем придворным при автократии. Вот что я ему сказал. А что я ему мог сказать? Это суть. Сторожевой при демократии, придворный при автократии. Разные вещи. Разные вещи. Ну, порода пса одна, но функции разные. Он не обиделся. Умный человек, умный генпрокурор, не обиделся. На этом мы завершили спор. Теперь немножко истории. В Париже была Бастилия, такая крепость. Вы знаете, по фильмам, когда вот три мушкетера, Д'Артаньян прыгал с крыши этой крепости. Это крепость-тюрьма.
Это была тогда тюрьмой, Бастилия. В XIX веке ее снесли. В XIX веке в Париже, во Франции была революция, ее снесли революционеры. Теперь там пространство. Просто земля такая, пространство. И она названа Площадь Бастилии. Площадь Бастилии. Когда приехал в Париж, я пошел искать Площадь Бастилии. Смотрю, стрелка Площадь Бастилии. Ну, иду, думаю, сейчас увижу Бастилию. Прихожу, там ничего нет. Стал оглядываться по сторонам, спрашивает мне, говорит, вон, стол, прочитайте там. На столбе надпись. На столбе надпись. Здесь была тюрьма, ее снесли революционеры. Вот история Бастилии. Так? Это я зачем вам говорю? Чтобы провести параллель. У нас сожгли здание Генпрокуратуры. В 2005 году. Революционеры сожгли здание Генеральной прокуратуры в Бишкеке в 2005 году. Восстановили, но в 2010 году опять сожгли. Опять это же самое здание опять сожгли. На этот раз сильно сожгли, дотла почти сожгли. Не стали восстанавливать, не подлежит восстановлению. Так и стоит. Теперь логика. Что делать с этим? Ну, надо снести тогда это здание, если ее не восстанавливать. Столько лет уже стоит, уже 10 лет будет так. Снести это здание, расчистить место и назвать Площадь Революции. Установить там столб с надписью. Здесь была Генеральная прокуратура Кыргызской республики, ее 2 раза сожгли революционеры. Логично, разумно. Так это надо сделать. Почему так и почему 2 раза сожгли, это отдельный разговор, об этом в другой раз. После первой революции приняли решение создать общественный телеканал у нас. После первой революции на волне, на этом протесте гражданском против власти, против этого телеканала, который стал одиозным тогда, государственный телеканал, КТР так называемый, так? Создать общественный канал решили, взамен государственного. Уже создана была комиссия, уже все, уже президент подписал указ о том, что надо создать эту комиссию, провести реформу. Да? Я был заместителем председателя этой комиссии, которая занималась реформой. Адахам Адумаров был председателем, он тогда был государственным секретарем. Но потом в самый ответственный момент взяли, передумали, создали общественный телеканал в регионе, в Аше. Назвали ЛТР. ЛТР – это народное телевидение. ЛТР – народное телерадио. Это название до сих пор существует. Сначала оно сначала появилось как общественный телеканал. Как общественный. Но был нарушен принцип. Почему мы против были? Был нарушен принцип. Общественный телеканал создается не в региональном масштабе, не в районном масштабе. Он создается только на базе действующего государственного главного телеканала. Вот в этом суть. Это не исполнили. А потом ЛТР сейчас уже государственный, уже переформатировали, уже новые распоряжения, указы о том, что это уже теперь уже государственный, уже все, проблемы нет. А название общественный перекинули вот на это КТР, на государственный КТР. И сейчас он называется Общественная телерадиовещательная корпорация. Там создали наблюдательный совет, и все. Только есть наблюдательный совет и есть название общественный, а самого общественного канала нет. Потому что наблюдательный совет под контролем власти. Ну вот смотрите, он выносит решение назначить на пост руководителя канала одного, который набрал большинство голосов при подсчете голосов членов. Но он не угоден власти. Почему? Отдельно мы расскажем, почему. Потом, значит, их заставляет заново голосовать. С какой стати они должны заново голосовать, если уже приняли решение? Заново они голосуют и назначают другого, который очень угоден власти. Члены Совета, второй случай, члены Совета, наблюдательного совета в парламенте проходит голосование. Проходит одна кандидатура, известная кандидатура, она не очень угодная правителям. Тут же голосуют заново, и проходит другая, которая очень угодная. И где же тут общественное телевидение, где тут наблюдательный совет? Получается что? Получается Бастилия. Есть анекдот на эту тему. Учительница истории урок проходит и спрашивает, кто взял Бастилию? Ответ учеников. Мы не брали. Никто из нас не брал. Она идет к директору, возмущается. Что за класс? Ни один не знает, кто взял Бастилию. Представляете? Обращается так к директору. Ответ директора. Не беспокойтесь. В конце года найдем и вернем на место вашу Бастилию. Где здесь суть? Смешно? Кому-то смешно, кому-то печально, но суть не в смехе, а в ситуации, которая отражена в этом анекдоте. По такой логике остервились на меня поклонники нынешнего руководителя Кыргызской службы радио «Азаттык». Офис в Праге,
Я сказал, что в период с 2002, это Ахсыский расстрел, до 2005 первое лицо, это радио, показало образец работы, разоблачая ложь и демагогию тех государственных СМИ, которых вдохновлял тогдашний госсекретарь. Детали как-нибудь в другой раз расскажу. Вот. Абсурд? Абсурд. При втором и третьем это не стало блестящим по стилю работы, по подбору кадров. Раз за разом Бишкекский офисом руководят бывшие пресс-секретари. С какой стати, спрашивается? А те, кто был в те лучшие годы, их увольняют. С какой стати, еще раз спрашивается? С госпожой Джуматаевой я встретился в Бишкеке в этом году. Значит, они презентовали книгу. Это была книга, так называлась, «Айтматов и Азамат Алтай». Айтматов и Азамат Алтай. Кто такой Азамат Алтай, тоже, наверное, вы знаете. Автора книги, он француз, я спросил, почему наш классик соединен с тем человеком, который годится в прототипы его повести «Лицом к лицу», «Бет-ми-бет». Там есть такой персонаж по имени Исмаил. Поклонники Алтая всполошились и озвучили желание присвоить звание Героя Кыргызской Республики вот Азамату Алтаю. Вот в таком разве повороту надо было молчать мне? Естественно, что, аплодировать надо было? Естественно, выразил возмущение. А госпожа из Праги у меня риторически спросила, почему я настроен против Азамата Алтая? Доказывать что-то такое я и не стал, но заметил, что сдавшимся в плен и не вернувшимся солдатам войны отечественной звание героя никогда никто не давал и не давали. Вот что я ответил. Я прав? Или надо давать таким людям героя, учитывая труд заслуги? Она не знала, что в 1995 году в офисе нашего представителя в Нью-Йорке, это был сын Чингиза Айтматова, Асхар Айтматов, происходила встреча с Азаматом Алтаем в составе делегации. И он почему-то затеял дискуссию со мной в нравоучительной тенденции. Вот, например, он сказал так: почему ты позволяешь себе критиковать такого чудесного президента, как Аскар Акаев? Вот так он мне в такой форме предъявил претензии. Почему, говорит, ты позволяешь это критиковать? Конечно, я ответил ему резко. Как я должен ему ответить? Сказать, спасибо, что ли, должен сказать? Я ему ответил резко, что лебезить ни перед Такаевым, ни перед ним, ни перед этим Аксаковым я не буду. С какой стати? Я ответил ему еще более весомые слова. В детали тоже расскажу в следующий раз. Специально сделаем передачу, поскольку такую полемику с ним первый раз, наверное, 95-й год, только открылись шлюзы, делал я. Потом он приезжал в том году по приглашению к нам и Несолно Хлебаш уехал назад. А против радио Азатыка ничего я не имею такого. Как можно не оценить опыт этой работы? Как можно не оценить журналистские расследования незабвенного Улана Егизбаева? Как можно не оценить замечательные, значит, репортажи, вот эти вот расследования, которые проводит Ваше, Идрис Исаков и других отважные сотрудники в этом радио были и остаются, и радио само остается. Ну, я не знаю, вот так, акценты надо будем ставить правильно, акценты надо ставить правильно. Я не против того, чтобы руководство радио, не против того, чтобы это радио работало, но я против того, чтобы руководство этого радио было ангажировано с властью. Я против ущербной кадровой политики главы Кыргызской службы. Я всегда против такого конъюнктурно-тенденциозного явления. Я думаю, что такие руководители уйдут, а радио останется. Вот что я хотел сегодня сказать. До встречи. До свидания.